Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. Пришло время записать гадание на одну позицию. Награда после пережитого. Какая награда вас ждет за ваши страдания. То есть это на самом деле такой небольшой должен быть расклад для узкой аудитории, потому что мало кто может найти это видео, мало кто может позариться на однопозиционное видео, но зато если вы все-таки захотели его включить, значит, скорее всего, оно ваше. Вот. И вот гадать я буду на светящемся Таро. У нас с вами будет одна позиция, но вот постараемся, пусть она и будет не очень длинной, да, но раскрыть эту тему. Вот награда после пережитого. То есть, возможно, вы настрадались, да, и в вашей жизни было много несправедливости, но когда-то придет и на вашей улице праздник будет, да, и когда-то придет отдача за это в виде чего-то положительного. Поэтому давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Сначала будем смотреть вот вашу текущую ситуацию, да. Вы у нас червоная дама. Вообще эта карта, она такая многогранная, она может показывать в жизни мужчины любимую женщину, иногда даже желание создать семью или уже существующую семью. Да? Для женщины, в принципе, такой образ жизни, все-таки как ориентацию на дом, на работу, на семью, на детей, да? На все самое светлое и хорошее, что есть в нашей жизни. Рядом у вас двойка червей, которая показывает, что, возможно, в вашей жизни должна быть любовь или есть любовь, вот, но рядом восьмерка пик, которая говорит о том, что в каком-то смысле перспектива этой любви имеет ограничения, ну то есть какие-то проблемы, препятствия, трудности, да, трудности. Что было в прошлом у червоной дамы? Девятка червей была в прошлом у червоной дамы. Валет бубен, вот, и также король пик. С каким-то мужчиной у вас были очень тяжелые, напряженные отношения, но начиналось все довольно вот как будто бы как, гладко, что ли, или просто лучше, вот лучше, чем потом было. Вообще наш король пик, он показывает и тиранию, и потребление вашей энергии, и слишком сильное давление на вас. И, может быть, сам этот человек либо негативный, либо на нем негатив. То есть он принес проблемы в вашу жизнь. И, возможно, вы настрадались в связи с тем, что встретили его на жизненном пути, какую бы роль он ни играл. Отца, начальника или мужа для женщины, да, или там партнера любовного. То есть в этом проблема, что он может играть любую роль для каждого из вас, да, у каждого своя ситуация, но проблемы именно принес хлопоты в жизни, очень большие хлопоты. И много воды утекло, так скажем, до девятки червей, но также это может быть и даже, не знаю, алкогольная иногда зависимость у этого человека. Дальше, значит, давайте посмотрим, в чем ваши трудности сейчас в жизни, да. Идет валет червей, идет десятка бубен, идет девятка бубен. Эти карты показывают домашние хлопоты, жизненные хлопоты, да, какие-то, может быть, семейные проблемы. И денежные могут быть какие-то трудности. Но в целом, я бы сказала, вы молодец. Вот правда. Все-таки, несмотря на любые свои препятствия, жизненные испытания, вы уже многого добились в жизни. Многого. И, может быть, еще многого добьетесь. Давайте смотреть, вот какая награда после каких-то жизненных трудностей вас ждет, да? Так, четверка бубен, туз червей, валет треф. Карты здесь показывают, что у вас в жизни еще будут очень яркие взаимные чувства с очень неожиданным человеком для вас. Возможно, вы сначала будете даже закрываться от этого человека и от своих чувств к нему, а он
ну, как будет испытывать к вам чувства, но натыкаться будет на ваш отказ даже, но при этом вы будете ощущать прилив сил, энергии, очень большой восторг, впечатление, радость. То есть награда идет в виде большой, как будто неожиданной любви. Дальше карты показывают, что ваша депрессия, ваши сны, страхи, проблемы, может даже панические атаки сменятся на благополучие и спокойствие. Вообще девятка пик сменится на даму бубен, а это значит, что вы даже как будто станете здоровей, молодей, моложе, рядом двойка бубен, жить будете как будто, ну, как проще, вот относиться к жизни проще, плюс идет благополучие, и как будто то ли оздоровление, то ли омоложение, все вместе, да, вот на физическом уровне, обновление, да, вот как будто вашей жизни. И из-за этого вы, ну, как-то глубже будете смотреть в саму реальность, да, а из-за этого играючи и проще относиться к жизни. Понимаете, вот почему человек страдает? Он очень сложно относится к жизни, очень сложно. Он накручивает себя, он постоянно страдает негативным мышлением, сгущает краски. А вы перестанете это делать, вы будете цвести вот как будто бы. Но это именно из-за легкого отношения к самой жизни. Дальше, значит, десятка, треф, шут. И ну, это колесница, да, семерка пик, но колесница. У вас могут быть путешествия, то есть из десятки жезлов, где вам было тяжело и трудно, и финансово трудно, вы сможете так нарастить свой потенциал, и как будто рядом вот новые люди, да, и вы можете отправляться в путешествия в какие-то. Можете даже обрести, может быть, новый дом, новую недвижимость в скором времени. И, соответственно, значит, вас ждет полная награда за то, что вы пережили. То есть вы еще будете как будто жить иначе совершенно, жить по-другому в плане счастья. Вот у вас будет внутреннее счастье, и вы скажете, что вы так поменялись и смогли быть счастливым человеком. То есть вот многие спрашивают, а будет ли еще в моей жизни счастье? Да, у вас будет счастье, и очень даже светлое, с приключениями, с новыми впечатлениями, с перспективой для того, чтобы выровнять и финансовое положение, но и как новые чувства, новые впечатления именно в плане личных отношений, любви. Даже если у вас сейчас многолетние отношения, это не зависит. Это как вспышка, да, это неожиданный человек в вашей жизни. Вот, поэтому готовьтесь, у вас будет еще очень много интересного. Ну вот такой интересный получился расклад. Пишите, как вам срезонировало. Если не резонирует, знаете, что иногда у меня выходят однопозиционные видео на канале и могут срезонировать всегда другие. Также очень прошу поддержать мой англоязычный канал. Вот, он новый, я его только что недавно, меньше недели открыла, но мне бы очень хотелось поддержки. Вот, поэтому я закреплю ссылку в комментарии в закрепленном. И если кто-то сможет, подпишитесь, посмотрите видео, ну, сделайте просмотры. Чем длиннее, тем лучше, пусть даже на английском, но вы можете для себя там, да, что-то узнать важное. И пишите комментарии, ставьте лайки, это очень, ну, подписку сделайте, это очень поддержит мой новый англоязычный канал. Всем пока и до новых встреч.